Новости экономики. Здравствуйте. В студии работает Нургуяна Иванова. Снижение реальных доходов населения – проблема, которую нужно решать посредством роста производительности труда и валового внутреннего продукта. Об этом заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции. По данным Росстата, реальные доходы граждан за 9 месяцев 2019 года выросли на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На экологические проекты в России до 2024 года будет выделено 4 триллиона рублей. Вложения государства составят 700 миллиардов. Остальные средства планируется привлечь из внебюджетных источников. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. В этом году предприниматели России выделили 27 миллиардов рублей на строительство объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Всего на реализацию национального проекта «Экология» собрано около 500 миллиардов частных средств. Правительство Российской Федерации выделит около 235 миллиардов рублей на развитие сети автодорог. А деньги позволят выполнить ряд мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Усовершенствовать дорожное хозяйство в городах, где проживает более 300 тысяч человек, и модернизировать трассы регионального, муниципального и местного значения в десятках регионов. Отметим, что сумма состоит из 4 межбюджетных трансфертов. Порядка 1500 якутян трудоустроены в компании «Сургутнефтегаз». Компания активно осваивает восточно-сибирскую нефтегазоносную провинцию, которая включает Якутию, Красноярский край и Иркутскую область. Общие корпоративные запасы компании в России составляют 768 миллионов тонн нефти. Из них 248 миллионов тонн приходится на Якутию. Ожидается, что в этом году объем добычи нефти составит 9 миллионов 300 тысяч тонн, что больше уровня прошлого года. На совещании, где рассматривались предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности компании, глава Якутии Айсан Николаев рекомендовал Сургутнефтегазу вместе с другими недропользователями принять участие в реализации приоритетного проекта «Местные кадры в промышленность». Также он отметил необходимость актуализации соглашения и договора о сотрудничестве между регионом и Сургутнефтегазом, которые были подписаны еще в 2004 году. Специалисты банка Дом.РФ оформили документы по компенсационным выплатам 50 гражданам Якутии, пострадавшим от недобросовестного застройщика «Симир». Напомним, люди покупали квартиры в незавершенных домах, готовность которых не превышала и 15%, не зная, что у «Симир» по сути отсутствуют юридические права на земельные участки под этими объектами. По регламенту семьи обманутых дольщиков получат компенсационные выплаты в течение 10 рабочих дней. Кипрская компания Backstar Holding Limited снизила долю в акционерном капитале Селигдара. В общей сложности компания продала 46 миллионов 700 тысяч голосующих акций золотодобытчика. Сумма сделки не разглашается. Пакет голосующих акций золотодобытчика, находящийся в собственности у кипрской компании, составляет 37 миллионов 200 тысяч штук. Ремонт 22 километров автодорог пройдет в Якутске в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти цели предусмотрен почти 1 миллиард 600 миллионов рублей. Так, в следующем году будут отремонтированы улицы с интенсивным движением, а также большим числом ДТП. Всего в 2019 году в Якутске в рамках нацпроекта было отремонтировано почти 26 километров дорог. На этом у меня все. До встречи в следующем эфире.